Сторисы наши. Новое поступление к празднику. Сфотографировать и выложить в Инстаграм, написать небольшую рецензию и ждать заказа. Вот так в домашних условиях Фатима Цицкиева вместе с мужем ведет свой небольшой бизнес. Книжный магазинчик они открыли всего 3 месяца назад, до объявления карантина. Но чтобы не терять клиентов и продолжить любимое дело, пришлось перейти на онлайн-продажу. Работаем мы как? Мы принимаем заказы в онлайне. У нас есть в Инстаграме страница. Вот. Нам там заказчики пишут, спрашивают. И мы оформляем заказ, в течение дня собираем заказы и после этого делаем доставку. Если до этого онлайн-формат был не так востребован, то сейчас основная нагрузка легла именно на него. В день люди делают по 1 или 2 заказам. Вот и готовится очередная партия книг, которая скоро окажется в руках у заждавшегося читателя. По городу и району доставка происходит на такси. И иногда заказы передают и сами. А вот за пределами Малгобека получить книги можно через другие магазины. У нас также заказы бывают очень часто, причем вот в Назране, Назрановском районе. Но с ними мы договариваемся с заказчиками. У нас как происходит? Так как у нас там есть родственники, у них есть магазин, прямо в центре в Назране, и мы согласуемся с заказчиками. Они, наоборот, даже бывают рады, что им не приходится переплачивать за доставку. Ну а в другие пункты, к примеру, в Сунжу, книги отправляют почтой. Но лишние расходы все же сказываются на бизнесе. К тому же не все закупленные книги можешь показать в онлайн-формате. Естественно, понизились и доходы. У нас больше расходов уходит, потому что приходится на доставку работать. Мне кажется, больше, потому что раньше люди к тебе приходят, смотрят сами, да, уже, а тут приходится даже, иной раз мы часто делаем так, что, стараемся как-то, людям, чтобы нагрузка не была, делаем доставку бесплатно. Закупает книги семья Цицкиевых из Москвы и Дагестана. Наценка небольшая, часто делают скидки. Некоторые заказы забирают из магазина. Впрочем, погрузиться в книжный мир, полный знаний и впечатлений в сегодняшний век можно и в электронном формате, но ощущения от чтения не те. К примеру, для Хавы Газиковой книги с самого детства лучший отдых. Часто читает во время рабочего перерыва. Вкусы разные, от художественной литературы до научной. Электронному формату предпочитает книжный. Когда держишь саму книгу, она легче запоминается. Какие-то моменты я могу маркером обозначить. Мне будет легче вернуться к нему или закладки положить и открыть, когда мне нужно, найти то, что нужно. Раньше я чаще всего ходила в книжный магазин, покупала сама, выбирала. Но сейчас, период самоизоляции, я обычно заказываю через курьерскую доставку или же в интернет-магазине. На почту приходит обычно. И такой же интерес к традиционной бумажной версии, как и у Хавы, живет во многих. Ведь всегда можно, сидя дома за чашкой чая, взять с полки любимую книгу и просто ненадолго отвлечься от будней. А в период карантина это печатное издание сродни небольшому кругосветному путешествию, совершаемому, не выходя из дома. Потому семья Цицкиевых планирует и дальше радовать жителей региона новыми книгами, работая в онлайн-формате. Дана Плеева, Асхаб Белакиев, Новости 24.